день, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщины». Наша команда в составе Юлианы Ким, Катерины Кириллиной и Марии Павловой приветствуем вас в самой уютной студии. Сегодня мы будем говорить об испытаниях, которые предстоит пережить каждой семье на пути к гармонии и счастью. А какие самые главные испытания? Это, конечно же, ремонт и дети. Также в нашем эфире будут наши постоянные рубрики. Да, в рубрике «Красный чемодан» вас ожидает, как всегда, финансовая грамотность и путешествия так часто, как вы хотите сами. Ну а в рубрике «Фабрика идей» я покажу вам, как можно переделать старую мебель и сделать из простой табуретки эксклюзивную вещь. Всем доброго дня, и мы начинаем! Спонсор передачи «Город женщин», коммерческий банк «Алмаз Эргенбанк». Простое решение для милых дам. Ведь «Алмаз Эргенбанк» подготовил специальное предложение для всех милых дам. До конца марта можно оформить кредит «Простые решения» по сниженной процентной ставке. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по номеру телефона бесплатной горячей линии и в офисах банка, также на сайте компании. А далее наша традиционная постоянная рубрика «Фабрика идей» от Юлианы Ким. Итак, дорогие друзья, сегодня в рубрике «Фабрика идей» мы будем переделывать табуретку. А именно, мне будет в этом помогать моя ученица Катя Прокопьева. Здравствуй, Катя. Привет, Катя. Мы рады приветствовать тебя на нашей передаче, и я очень рада, что сегодня именно ты будешь мне помогать, потому что во время обучения декупаж тебе давался легче всего. Да, Катюша? Да. Итак, начнем. Сначала я сейчас объясню этапы, как, собственно говоря, мы будем переделывать нашу табуретку. То есть мы берем обычную деревянную табуретку, которую я приобрела в известном магазине шведском. Вот. Стоит она около 790 рублей. Она обычно была деревянная, без обработки, не покрашенная. Я нанесла первый слой акриловой краски. Данная акриловая краска продается также на строительном рынке и стоит около 350 рублей. Так, первый слой. Так как у нас табуретка деревянная, то есть она не пластмассовая, никаким грунтом ее обрабатывать не надо предварительно. То есть достаточно просто покрыть одним слоем белой акриловой краски. Вот как вы помните же, да, когда мы на даче что-то красили, всегда стоял такой запах едкий, да? А вот, допустим, акриловая краска, она не имеет никакого запаха, поэтому вы сможете смело переделывать старую мебель. Даже в квартире? Да. Если, вот, допустим, в данном случае у меня новая табуретка, а если у вас старая табуретка, достаточно просто будет ее прошкурить наждачкой один раз и нанести белую акриловую краску. Итак, начнем. Так как мы ограничены в эфире временем, я уже нанесла первый слой краски. Катя мне сейчас поможет. Мы будем декорировать нашу табуретку вот такой вот красивой салфеткой с элементом Эйфелевой башни. Катюша, пожалуйста, одну Эйфелеву башню вот так вот по кругу мне вырежем, хорошо? Предварительно, перед тем, как вырезать салфетку, нам нужно снимать слой. То есть на некоторых салфетках у нас идет 2 слоя, а на данной салфеточке у нас всего 1 слой. Оставляем яркий слой, а остальную часть мы убираем. Итак, также я забыла сказать, что под белой краски по краям с помощью губки я нанесла темно-коричневую краску. Это делается для того, чтобы нам придать нашей табуретке эффект старины. Он сейчас очень модный, поэтому мы берем наждачку и аккуратненько начинаем снимать слой краски. Видите, проявляется слой коричневой краски. Но он проявляется не просто так, а проявляется он потому, что на коричневую краску я обработала края вот так вот с помощью свечки. А потом только я покрасила белую краску. И сейчас, благодаря тому, что я обработала свечкой, у нас легко снимается вот этот белый слой краски. Я обработала края у ножек и у самой табуретки. Вот так вот у нас будет. Так, Катюша вырезала, да? Угу. Так, теперь подойди сюда.
салфетку мы приклеиваем на обычный клей ПВА. Клей ПВА я вот сюда поместила. Катюша, нанеси, пожалуйста, на табуретку. Я давай тебе разверну. Вот. Ильяна, а я вот много раз Посередине. хотела спросить, можно, да? Клей. А бывают же обычные Тонким слоем. салфетки, не для декупажа, они подходят? Нет, обычные салфетки нет. Которые Да. кухонные. Ну, нет. даже многослойные не подходят, да? А, многослойные как раз-таки подходят. Данные салфетки вы можете приобрести в любом магазине. Это как вот праздничные салфетки. Да? Ага, да, Можете вот именно приобрести, праздничные. Да, набором. Ага. А можете приобрести в магазине для хобби по одной штучке. А, Мгм. Так, вот Катюша нанесла, да? Прям посередине. Так, теперь нужно края сделать так, чтобы они были немножко неровные у салфетки. Вот таким вот образом. Так, после того, как мы приклеим нашу салфетку, верхний слой мы покрасим лаком. Это нужно для того, чтобы защитить нашу салфетку от каких-то внешних воздействий. Да? В будущем она потом будет использоваться, и рисунок не будет стираться. Вот Катя нанесла нам, значит, клей ПВА. Можно использовать также клей для декупажа. Так, но они абсолютно ничем не отличаются. И вот так вот на серединку, разглаживай, Катя, прикладываем нашу салфеточку. Давай я тебе дам сухую кисточку. И вот так от середины к краям мы приглаживаем нашу салфетку. Далее вы можете саму табуретку покрасить в совершенно любой цвет. То есть белая акрилокраска, это как грунт идет, да? Для того, чтобы во-первых, наша салфетка выглядела ярко, и во-вторых, чтобы, если мы, допустим, покрасим какой-то розовый или бирюзовый цвет Тиффани, чтобы наша краска смотрелась ярко. ну я также могу задекорировать и ножки, наверное, да? Да, ножки также мы можем, вот, допустим, отдельные элементы взять вот из этой салфетки, да, допустим, цветы маленькие, по отдельности их вырезаем и приклеиваем на ножки. И у нас будет такая вот дизайнерская вещь, которая очень украсит ваш интерьер. И ваши гости, когда будут к вам приходить, они будут удивляться, что вы будете говорить, что вы сами переделали эту табуретку. Вот. И вот так вот. Сейчас вот так. И вот, допустим, по краям можно нанести вот отдельные элементы салфетки. Так. Далее в течение передачи мы нанесем еще один слой белой краски, потому что мы решили, что наша табуретка останется белой. И потом самым последним этапом это будет нанесение акрилового лака. То есть акриловая краска, акриловый лак, все акриловое. Все акриловое у нас, Да. да, сегодня? И вот также коричневая вот акриловая краска разноцветная я нанесла вот по краям. А какая же получится табуретка у наших девочек? Мы увидим, как всегда, в конце передачи. А мы с Катей уже во всеоружии. Засучили рукава. Да, у нас тут кухня импровизированная. Мы обещали вам, что мы сегодня будем говорить об испытаниях семейных. И какое же самое главное испытание? Это, Ну, конечно же, детки, конечно. накормить своих детей. Как же это сделать? И мы придумали им красивые, креативные завтраки, чтобы ребенку было не только вкусно, но и красиво. Так, у нас тут два варианта. Первое. Это вот такие, берем обычные крекеры, не сладкие. Ну, вы можете взять любые печеньки. Так, помидоры, маслины. Вот, наверное, в хит-параде первое место занимает по самым невкусным, да, таким для малоежек. Да, вот овощи, молочную продукцию всегда, мне кажется, очень трудно дать детям, чтобы они все съели. Помидорки мы нарезаем пополам. И у нас получается вот так вот, например, кладем на печеньку. И из маслины мы делаем головку. Это получается вот такой вот Божья коровка. Жучок, Такая божья коровка. да, милая. такой вот жучок. Из второй половинки наших маслин сделаем им точечки. И будет у нас веселые божьи коровочки. Девочки, смотрите, вы бы съели такого жучка? Выглядит он очень аппетитно. Здорово. Да. Для малышни это еще здоровский такой, знаете,
изучение окружающего мира посредством вот пищи. Мгм. Мне кажется, это Тут здорово. я еще забыла, чтобы у нас получился полноценный бутерброд здоровый. Надо его было намазать маслом. Тут у нас есть масло деревенское. Вот. Получится еще более вкусно, питательно. И, конечно А еще, же, Маша, я подумала, можно было бы украсить зеленью, мгм. чтобы казалось, как будто жучок сидит на листочке. Да, Мгм. это Кусочек салата, может быть, да, капусты. будет вообще классно. Давайте теперь у Кати у нас. Так, а я сегодня буду делать погоду. Мгм. Берем творог обычный, тоже, наверное, самый такой, да, нелюбимый продукт среди маленьких детей. И выкладываем на тарелку в форме облачка. Вот таким вот образом. Погоду можно выбирать любую, это может быть и дождик, то есть можно капнуть, допустим, молочка, Мгм. так, чтобы тут прорисовывались капли. Можно сделать, например, снежок. Мгм. Вот у нас такого плана получилось. Кстати, довольно естественное облачко, как настоящее, натуральное. Да, и в зависимости Жирностью от того, 5%, да, скажи еще. в И вот зависимости такие от вот- того, какая погода за окном, Да. можно придумать, да? И внизу уже можно будет какой-то ландшафт. Можно холмы, например, да? Мгм. Можно я у тебя ножик заберу? Давай. Например, кусочки яблока. Вот. Холмики яблочные у нас будут. Это получается фрукты у нас, молочку дали. Да. И давайте еще я предлагаю вот здесь, Подсластить всю эту картину. да, чтобы было вкуснее. Варенье у нас деревенское, натуральное варенье. Деревенский натуральный творог. Так что, дорогие наши родители, я думаю, ваша фантазия позволит вам, чтобы ваш ребенок питался вкусно, полноценно и чтобы Главное, правильно. витаминизированно, да, и правильно. Сегодня же попробую на своих малоежках. У меня 2 сына, и оба никогда ничего подобного не едят. Вот, уноси все это. А далее у нас короткая реклама, дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Грандиозное телешоу «Весна» на НВК уже не за горами. Уже в это воскресенье для вас, дорогие телезрители, наша компания готовит большой сюрприз для тех, кто приобрел Харысхалы вместе с купонами. Будет большой розыгрыш. Начало ровно 15:00 до 18:45. Там призы от наших спонсоров. Мотоцикл, беседка, сенокосилка, кухонный гарнитур, лодка, морозильник, портативный гараж, ювелирные украшения, сертификат на ружье, золотые ювелирные украшения, круиз на Ленские столбы и многое другое от наших надежных партнеров и спонсоров ждут вас. Розыгрыш состоится 31 марта на каналах НВК Саха и Мамонт, так что обязательно подключайтесь, дорогие телезрители. Кроме этого, многие ваши любимые ведущие, наши редакторы в течение дня проведут прямые эфиры, будет шахматный турнир, так что много всего интересного. А мы продолжаем наш эфир, и далее мы говорим о ремонте, то есть даже не просто ремонт, а стройка, который я бы сравнила для каждой семьи с неким форматированием, даже перезагрузкой, когда, в общем, много не буду говорить. Мы приглашаем наших гостей. Розалия Борисова с супругом Владимиром Ксенофонтовым. Привет, ребята. Добрый день. Здравствуйте. Ребята не так давно отметили или продолжают отмечать Продолжаем многочисленные новоселья. Они построили дом своей мечты и въехали в него. Да. Причем Да. построили его практически собственными руками с нуля. Да. Ну давайте начнем. С чего же все началось? Вот мы принесли рисунок, с которого началась вся наша стройка. Это такая не рисунок, не вырезка из журнала, а собственноручно нарисованный на стикере, уже поношенный, можно сказать. Посмотрите, рисунок нашего дома, который мы нарисовали, сидя в машине. Ага. Володя тогда у меня работал на севере, вахтовым методом, уезжал на полгода на севере. И как-то мы решили, что
пока нет, ну, арендовали квартиру, соответственно, да, и решили, что у нас должна быть своя жилплощадь, и давай-ка мы поставим цель. Ага. Сидя, получается, осенним днем в машине, нашли стикер, я начала рисовать, Володя, получается, дополнил рисунок, и вот видите, там в уголочке есть дата 2017 год. То есть мы в 2016 году осенью поставили задачу въехать Это, в я дом. понимаю, вы. Это мы, это дети, это собака, дети. кошка, это не лиса там бегает. Лиса. То есть, Оригинальный выбор, конечно. то есть вы живете где-то в пригороде, где всегда солнечно, у вас животные, в том Да. числе и дикие, могут забежать к вам во двор. Вот, да, нарисовали такой домик. И в 2016 году, получается, Володя уехал. Вот. И поставили сель, Мгм. и я сфотографировал этот рисунок и поставил фоном в телефоне. Да. Вот И- этот стикер. Да. Да. А этот стикер остался со мной, я его, получается, внутрь чехла тоже. Телефона, Да, телефона держала, и где-то 1,5-2 года этот рисунок был со мной, поэтому там нет уголочка, он поношенный весь, цвет ушел. Это уже, получается, ваша семейная реликвия. Да, практически. поэтому она сейчас у нас в такой То рамочке есть первый хранится. совет – это поставить цель и постоянно ее визуализировать. Да, получается? как раз таки на севере у Володи это всегда было под рукой на экране, у меня за телефоном. Дом вы построили, он такой? Он одноэтажный, но такой, как мы его представляли. Мгм. А скажите, пожалуйста, вот с чего все началось? Вот вы купили участок, да? Да, участок у нас был, но до этого мы думали квартиру, либо частный дом рассматривать, но все-таки остановились на частном Да, мы- доме. Ходили, ходили, смотрели квартиры, но там у нас площадь не устраивала, так как за бешеные деньги купить такую маленькую квартиру. Да, и потом Что-то не думали, что хотелось. купим однокомнатную, надо будет перепродавать, опять-таки трехкомнатную, расширяться там, да, когда дети появятся в будущем. И решили, а давай сразу построим дом, чтобы там не было всех этих Раз и этапов. навсегда. Да. И поставим туда вот при входе эту рамочку. Да, как раз таки она сейчас в прихожей у нас и стоит. Ага, здорово. Я знаю, вот, Роза, ты начинаешь разбираться уже во всех, даже строительных, совсем не женских нюансах. Да. Володя, она тебе не мешает? Нет, не мешает. Просто как-то наоборот, и с ее идеями как-то вдохновляешься. Ага. И, пока не сделаем, я не могу себе перед глазами нарисовать эту идею, да? Образного Образно, мышления. да. Вот женское как Не раз могу таки. этот нарисовать, а потом как-то сделаю уже Нравится. как-то, да, уже себе нравится, уже как-то хорошо То передумала. есть получается, что весь дом вы построили сами, своими руками? Да, да. Чисто коробку мы наняли строительную бригаду, они нам из шелкоблоков, получается, построили коробку, а все остальное, вся черновая отделка, вся крыша, Вот отопление, на картинке как раз это ваш сантехника. участок. Да, это вот ваши как раз мы работы. заливаем фундамент, Володя. А у вас очень- не было страха, что вы сделаете что-то не так? По Конечно, Ютубу был. обучались или как? Конечно, был, но Володя, он... Да, что-то сомнения были, но все равно не как бы сами все сделали, да? Вот взяли и построили. Все равно в Ютубе смотрели, друзья помогали, тоже одноклассник мой Дима, очень есть хороший строитель, он помогал вот заливать этот фундамент. И приходил, смотрел, как мы черновую отделку делаем, то есть он говорил, какое соотношение цемента, песка и воды нужно, получается, мешать, зачем-то нужно, оказывается, добавлять туда раствор То есть для вы мытья приглашали посуды. профессионала чисто на Для консультацию. консультирования, да? Ага. Я знаю, еще вы еще какие-то сроки ставили, да, исполнение каждого этапа. Это у меня такой небольшой бзик, наверное, потому что я сама журналист, и есть четкие дедлайны. Ага. И, например, мы начинаем ложить ламинат. Мгм. И я смотрю, там 3-4 ряда положим, и вижу, что как бы, не очень так сложно. И я говорю, Володя, не сегодня закончим. Так, сегодня в 7 мы это заканчиваем, начинаем до 11 поработаем, начнем уже второй дом, и завтра, нет, через 2 дня, в час дня мы должны закончить весь дом. Ага, то есть у тебя конкретно не завтра, то есть завтра в 13:00. Но Всё все эти должно- дедлайны, получается, потерпели крах. Потому что, да, во время стройки какие-то нюансы всплывают каждый раз, и приходится подстраиваться. Ну и получается, что даже вот из гексагонов мы делали зону кухни. Я думала, что да, плитку ложили. Вот, я думала, что за 2 дня мы справимся, в итоге вот на это ушла неделя. Мгм, то есть немножко все-таки коррективы Да-да. вносит жизнь, Да. да? ну, она да. ставит такие цели, короче. Я говорю, как это успеем, говорю. Но она, надо успеть, короче.
Что Ну, вы делаем по знаку всё равно. зодиака? Роза не рассчитывает, что Да-да. супруг все-таки живой, из плоти и крови. А не Да, им надо спать, отдыхать, да? Да, мы вдвоем близнецы был вопрос, да? Ага. Ага. Кстати, да, у вас хэштег По знаку «Семья гороскопа? близнецов». Да, Близнецы, да, да? мы вдвоем А, близнецы, понятно. поэтому у нас такой придумали такой хэштег «Семья близнецов». Ага. И мы так очень хорошо, мне И сколько кажется, по времени у выполняем. вас ушло полностью от фундамента до крыши, А, кровли? Ну, В 2016, да, мы Да. фундамент, залили фундамент в 2016, не, в 16-м, ага, да. залили. Ну, как бы, И вот в сентябре прошлого года мы заехали уже в готовый дом. 2 года. Да. Ну, 1,5 Ага. года, да? 2 года, получается. И Ну, потом да. уже Очень быстро, я хочу красота сказать. началась, Да, да? красота Отдел. началась с конца сентября. Получается, мы в мае прошлого года съехали с арендованной квартиры. На этом участке был маленький-маленький дом площадью. 4 на 5. Да, и там была такая буржуйка, печка, мы ее топили чуть ли не 4 раза в день. Ага. Заехали, начали уже, получается, ремонтировать, что-то строить, крышу возводить и так далее. И до конца сентября мы там жили. Как только отопление запустили в наш дом, мы заехали в полностью бетонные стены, бетонные полы, там из-за спа нам натянутый потолок был. Заехали, в общем, А было мне вот очень сейчас важно. мысль посетила, когда вы там живете, прям на поле, скажем так, да, не в городе, где вот все устроено, Да. а на поле мотивация намного больше. я думаю. Конечно, да, потому что ты заходишь утром в этот дом, еще бетонный. Вот, получается, весь день трудишься, и к концу дня большое удовлетворение от того, что закончили А очередную как комнату. совмещали или с что-то. работой, может быть? Володя полностью занялся ремонтом, Да. погрузился с головой в это дело, а я после работы переодевалась и начинала работать. А такой еще вопрос. Бюджет как рассчитывали? Мои хотелки, Ага. мои идеи и Володины расчеты. То есть ожидания и реальность, да? Да. Ну, не Ну, совсем нет. ожидание реальность. Ну, можно сказать, ожидание есть такое. Но, Нет, в общем, Роза ставила по максимуму, Да. а вы корректировали, Да. да? А как все это вот за раз все выложить или все-таки разбить вот оплату как-то так? Что касается, на мой взгляд, да, может быть, Володя вот не будет согласен, но мне кажется, что надо рассчитывать деньги от начала стройки до конца всей декоративной отделки, вот заложить бюджет, а потом уже покупка мебели, вот кухонного гарнитура, все это можно потихонечку уже наполнять, мне кажется. Где-то сэкономить, где-то Да, потратить больше, да. Но лучше сразу и весь ламинат, и всю плитку, и все вот это Можно вот сделать. еще вопросик, Роза? Я слышала, что вы за нестандартные какие-то решения, да? То есть вы хотели, допустим, чтобы ваша дверь была не как обычных проемов, да, Да. чтобы она прямо от пола до потолка. Материалы где брали? Я до сих пор захожу в магазин, где эта дверь стоит, и визуализирую, что эта дверь у меня дома. Просто так получилось, что эту идею я нашла после того, как мы уже запланировали все размеры дверей. Я просила слезно Володя, давай разрушим одну стену и поставим хотя бы одну такую дверь в Не нашем получилось. доме. Вот, Катя, передай, пожалуйста, ребятам маркеры и... Да, мы хотим У нас с вами поиграть немножко, небольшая узнать, игра как для вас. интересно. Насколько вы знаете друг друга. Да, не показывайте то, что вы будете писать, мы вам зададим вопросы, вы пишите свой вариант, Да. но не показывайте друг другу. Ответы Потом... друг другу не показывайте. Ага. Лофт или хай-тек? Первое. В выборе интерьера. Второе. Альпы или Нью-Йорк? Куда поедете? Так. Третье. Ваш день знакомства. Задумалась И почему-то место. Роза. Да, Место день и место. знакомства. Место? Место знакомства. Насколько помните? Так. И сколько у вас будет детей? Сколько хотите. Так, все, написали оба, да? Давайте. Разворачивайте. Раз, два, три. Давайте посмотрим. Первое, Совпали, что? нет? Хай-тек и лофт. Ага. Так, тут разница. Второе, Альпы. Ну, в этом совпало. Третье. Дата Тут тоже свадьбы. надо Володя сказать, не что я не помнит. помню дату. У меня тоже... я не- Общага 2010. Оба не Да, помните, только да? так. Володя помнит только общагу. да. Ну, мы оба не очень Люди тогда же помним думают, что они даты знают друг свои. друга всю жизнь, да, и дата уже не имеет значения. Да. Ага, то есть день вы такой не отмечаете, да? Нет. И детей у вас будет 3, ну, в этом Да. совпали. Да. Молодцы. Ну,
ребенок. Ну, по крайней мере, в этом планы совпали. Да. Здорово. Ну, надеюсь, что через какое-то время уже в вашей семье действительно воплотится ваш рисунок стикера, будут бегать дети. И 3 Да. детей и лиса. Животные у вас уже есть, мы знаем. Да, есть. У нас целый зверинец почти что. Здорово. Спасибо большое, ребят, что подошли к нам. Мы желаем, чтобы в вашем доме всегда царили гармония и уют. Спасибо. Спасибо. Классные. Дорогие телезрители, а далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Про стройку и ремонт мы посмотрели, но ремонт это же такой творческий процесс, поэтому предлагаем далее в сюжете посмотреть о различных современных формах искусства. Давайте. Искусство существует в жизни человека с самых древних времен. Оно является отражением внутреннего мира Творца, который ограничивается лишь фантазией создателя того или иного произведения. Каждое время по-своему вдохновляет людей, и с каждым годом в мире появляется огромное количество необычных форм современного искусства. О нескольких из них мы и расскажем. Откроет список новая техника создания изображений под названием анаморфоз. Полностью увидеть и понять текст или рисунок можно только взглянув на них под определенным углом или с определенного места. В некоторых случаях правильное изображение можно увидеть только если смотреть на зеркальное отражение картины. Началось все с трехмерных изображений, получаемых на обычной бумаге, и постепенно дошло до уличного искусства. А в то время как анаморфоз старается сделать двумерные объекты похожими на трехмерные, реверс трехмерных изображений пытается сделать так, чтобы трехмерный объект стал похож на двумерный рисунок. Наиболее заметным художником в этой области является Алекса Мид из Лос-Анджелеса. Ее картины буквально оживают. Далее это, конечно, фотореализм. Начиная с 60-х годов движение фотореалистов стремилось создать предельно реалистичные изображения, которые были почти неотличимы от реальных фотографий. Копируя мельчайшие детали, фиксируемые камерой, художники-фотореалисты стремились создать картину картины жизни. Вы думаете, это фото? Нет. Все здесь мастерски нарисовано. К наиболее знаменитым художникам-фотореалистам относятся Одри Флек, Чак Клоус и скульптор Дуэйн Хэнсон. Есть еще один очень забавный вид искусства – это рисование на грязных машинах. Да-да, вы не ослышались. Только посмотрите, именно таким творчеством прославился 52-летний графический дизайнер по имени Скотт Уэйт. И завершает наш список такой вид современного искусства, как обратное граффити. Как и рисование на грязных машинах, обратное граффити предполагает создание картины с помощью удаления лишней грязи, а не с помощью добавления краски. Художники часто используют мощные установки, позволяющие удалить грязь со стен и в процессе создать прекрасные образы. Началось все это с художника Пола Кертиса, который нарисовал свою первую картину на черной от никотина стене. Это лишь маленькая часть всего того творчества, что существует на данный момент в мире. Поэтому не сдерживайте свои начинания. Кто знает, может, в следующий раз именно вы войдете в данный список. Будьте смелей и реализуйте свои идеи. Надеемся, что, посмотрев этот сюжет, каждый из вас сможет найти свое вдохновение. А далее наша традиционная рубрика про путешествие «Красный чемодан» с Катериной Кириллиной. Всем привет, мои дорогие любители приключений. С вами Катя Кириллина и рубрика «Красный чемодан», которая помогает нам осознанно относиться к нашим денежкам и регулярно путешествовать. Напоминаю, что в нашем проекте участвуют 2 семьи, которые выполняют еженедельно задания и накапливают на как раз-таки регулярные путешествия.
Также вот пройдусь по нашим заданиям, они довольно простые, нужно их выполнять раз в неделю, день вы выбираете абсолютно любой, и каждый месяц они повторяются, поэтому запутаться, там, не знаю, обмануть себя, то, что это сложно, невозможно выполнить, это практически запрещается. В общем, первое задание у нас заключается в том, чтобы заплатить самому себе из вашего основного дохода. То есть получили вы зарплату, стипендию, там, пособие, пенсию, все что угодно, любой регулярный доход, который ежемесячно к вам приходит. В первую очередь платим самому себе, то есть откладываем какую-то копилку. Копилку можно выбирать любую, это может быть банка красивая, коробочка там какая-то тематическая, да, с самолетиком, например, либо какой-то вот депозит, вклад, счет, все на ваш вкус. И откладываем, допустим, определенную сумму. Мы копим по 2500 рублей каждую неделю и откладываем в копилочку. Второе задание у нас заключается в том, чтобы искать и найти, собственно, да, способ дополнительного дохода. В принципе, жаловаться и ныть, то, что я ничего не умею, у меня нет времени, у меня куча детей, может, если честно, каждый. А вот видеть возможности, какие-то, может быть, дополнительные шансы, дополнительно заработать, в принципе, это доступно, увы, не каждому. Поэтому будьте, пожалуйста, смелы, будьте, пожалуйста, более гибкими и ищите везде вот такие вот возможности. Опять же, мы каждый месяц обсуждаем всякие разные вот возможности, как раз-таки виды, способы дополнительного заработка. Это может быть и такси, это может быть любое хобби и прочее. Главное решиться, да? Главное, нет, даже не решиться, а начать. Просто начать и какое-то с маленького действия начать. Третий тип задания у нас заключается в том, чтобы разумно экономить. Я не говорю о такой экономии, когда вы садитесь полностью на диету вода, хлеб, естественно, но такое осознанное, бережливое отношение к нашим деньгам проявляет как раз-таки уважение к самому себе. Вы же трудитесь, зарабатываете, тратите свое время, те же самые деньги, то есть нужно одеваться, чтобы ходить на работу, а работать нужно, чтобы зарабатывать, чтобы покупать опять еду, там, одежду и прочее. Нужно иметь уважение к своему труду, поэтому экономия тоже огромный такой будет вклад в ваш семейный бюджет. И следующий тоже пункт наших заданий, довольно интересный, возможно, не очень такой, не очень, как сказать, совпадающий под нашу, да, концепцию, но тоже можно будет на этом сберечь либо даже заработать деньги. Это у нас расхламление. Как вы связали это с финансовой грамотностью? Мне кажется, это можно связать с тем, что скупой платит дважды. Может быть. Тут речь больше идет о таком явлении, как вещизм. Допустим, да, где-то на балконе, в кладовках, в гардеробных комнатах и прочее у нас хранится неимоверное количество периодически вещей. Совершая расхламление, я к тому, да? Да. Вы уже как-то осознаннее совершаете покупки. Есть я такое, вот уже думаю, может, я это выкину во время следующего расхламления. Потому что расхламление, да, это зачастую вызывает такую некую боль, когда не хочется расставаться с какой-то вещью и прочее. Особенно, когда вещь новая, ты ее купила, и она у тебя провисела год. Да. И что с ней делать? И каждый месяц мы даем такие, опять же, какие-то способы, методы расхламления, так, чтобы это проходило безболезненно, чтобы это не вызывало у вас каких-то негативных эмоций, и было только во благо. Например, мы с вами распродавали что? Детские вещи я предлагала распродавать, особенно сезонные вещи. То есть я помню, герои наши продавали кондитерские изделия. А это больше, наверное, к дополнительному доходу я бы отнесла. А то, что, да, получается, то, что лежит дома, вам не нужно, вот это как раз-таки расхламление. А сегодня, кстати, я вот после того, как посмотрим, как наши участники справились с предыдущими заданиями, хотела бы рассказать еще о другом виде расхламления, но об этом давайте позже. И вот расхламление, мы расхламлялись еще, по-моему, книжки продавали детскую одежду, продавали свой гардероб даже. Да, вот тоже интересная штука, то, что лучше собрать какую-то очень такую умную, скажем так, базу, которая сочетается между друг другом. Это тоже искусство. Это тоже, да, талант особый, я думаю, да. Можно прибегать к услугам знающих людей, тоже неплохо. Это также, во-первых, может избежать каких-то эмоциональных покупок, раз. И, опять же, не держать в гардеробе, не расхламлять свое пространство. Это надо на шопинг с нашей коллегой Бемой. Да, я думаю, я стою у нее в очереди, кстати. Мы никак не встретимся, но я думаю, она мне поможет в этом. Вот, давайте посмотрим, наверное, да, как справились наши дорогие Лонгиновы и Мильвет, какие задания они выбрали и как они справились. Смотрим. Так, сейчас здесь.
привет! Красные чемоданцы. А на этот раз я положила, то есть мы положили деньги из моей стипендии. Я являюсь студенткой. Вот. Получаю стипендию. И на этой неделе мне сказали, что я стала обладателем повышенной стипендии по науке. И эти деньги в первую очередь положили в копилку. Все, пока. Здорово, да, девчонки? Ничего себе, удивили. Мы сделали сюрприз нашим участникам, сказали, что они могут выбирать любые задания, которые им удобны в данный этап жизни, скажем так. И вот у нас, получается, семья Мильвит избрала способ экономии. И, насколько я поняла, бонусами вот на банковской карте, кэшбэком, да, купила подарочки вот сестренке. А Виктория, она вообще супер, конечно, женщина. То есть, видите, везде можно искать виды дополнительного заработка. То есть была обычная стипендия, вот она проучилась, сдала все экзамены пятерки, получила повышенную стипендию. То есть ищите возможности везде. А сегодня я бы, ну как я обещала, я бы хотела поговорить о расхламлении таком более, скажем так, психологического, что ли, формата. То есть это расхламление, ну как-то ужасно звучит, конечно, да, это больше, наверное, фильтр своего окружения. Общение. То есть это круг общения, это друзья, это знакомые, это родственники. Частенько бывает то, что какие-то начинания вызывают, ну знаете, немножко такие негативные, возможно, реакции со стороны особенно вот близких людей. Это не означает то, что они вас не любят, например, да, или желают вам зла, а просто это бывает как раз-таки из чувства, из порывов такого любви, заботы о вас. Например, вы хотите открыть свое дело. Мама вам говорит, ну что, ну зачем тебе, ты же там, ну не пробивной, там, ну может да, знающий человек сказать своему ребенку такое. И это напрочь уничтожает любую мотивацию, любые какие-то порывы внутренние у человека, поэтому тут я бы сказала, не то, что перестать общаться с мамой, естественно, это невозможно, да, просто уметь переносить такие разговоры на более позитивный ключ, либо избегать вот таких вот тем, обсуждать вместе с мамой, например. Да, искать на стороне единомышленников, которые тебя поддержат, скажут, ой, Маша, ты какая такая красотка, давай дерзай. Вот об этом, наверное, можно судить, как это вообще связать с финансовой грамотностью. То есть это может быть, например, друзья, которые у вас постоянно там занимают денежку и забывают, например. Да, это потери из вашего личного бюджета, например. Вы их любите, вы не хотите с ним ругаться, например, да, а попросить обратно как-то неудобно бывает. Есть такие случаи, поэтому, возможно, тоже стоит таких встреч избегать. После рекламы короткой я вам расскажу о тоже еще одном виде расхламления. Оставайтесь с нами. Очень интересно, Катя, как всегда, прям сижу, развесив уши. Я думаю, наш телезритель тоже меня поддержит. Всем привет! С вами Красный чемодан, город женщин. И мы с вами продолжаем говорить о расхламлении. И сегодня я хочу затронуть тему о расхламлении пассивов. Что такое пассивы? Это, например, машина, какие-то вещи, например, да, которые у вас требуют каких-то вложений денежных. Периодически, да. И сегодня я предлагаю осмотреться вокруг себя, например, да, и посмотреть. Например, есть у вас машина, которую нужно содержать, гараж, топливо. Кстати, об этом мы говорили на прошлой передаче, как можно экономить на топливе. И вот нужно оценить свои возможности и, возможно, если она вам все-таки не по карману, пересесть на машину побюджетнее. Вот что мы, кстати, и сделали. Мы сначала попробовали большую машинку, да, и как-то показалось нам, на бензин много уходит, там ее нужно за ней ухаживать постоянно. Неоправданно много. Неоправданно много. И, в принципе, ездим мы на машине, допустим, я одна. Детей развезла, например, да, а муж у меня на работе, а тут, получается, я одна езжу, не знаю, что с ней делать, просто катаюсь. А сейчас я на маленькой машинке, она более такая юркая, да, она более бюджетная, естественно, в содержании и прочее, то есть я чувствую себя прекрасно. Также я бы хотела рассказать, посмотреть свои кредиты. Это тоже я бы отнесла к пассивам. Зачастую бывает то, что у семей 1, 2 или даже несколько кредитов, которые раскиданы по месяцам. Возможно, есть такой смысл собрать их все вместе и обратиться в какой-нибудь банк, который вам предложит выгодные условия для
консолидации всех этих кредитов, возможно, это понижение ставки или там сокращение срока. То есть вы берете кредит, оплачиваете маленькие кредиты, оплачиваете один, единственный. При этом процентная ставка, она может быть ниже, чем все вместе взятые тех 3 или 4 кредитов, которые у вас были ранее. Вот так вот расхламлять свое пространство вокруг можно посредством не только избавления от вещей, там вот 3 книжки, там ненужная техника и прочее, да, а вот как раз-таки кредиты, машины. Также пару слов о даче. Возможно, кто-то меня закидает сегодня тухлыми помидорами, да, но многие эксперты рекомендуют избавляться от дачи, если вы там проживаете буквально 2-3 недели в году. Возможно, есть смысл, да, как бы избежать содержания дачи и арендовать домик, недели можно брать в аренду. Да. Если у вас нет привязанности к огороду, например, какой-то живности, да, домашней, можно будет сделать так. В общем, расхламляйтесь и будьте здоровы. Давайте перейдем к нашему заданию. Ага, собрать ненужные вещи, продать их по символической цене, выручить 2500 рублей и сложить их в нашу копилку путешествий. Удачи! Если вы присоединились к нам только что, самое время начать. Вы можете начинать с любого шага, так что будьте с нами и путешествуйте регулярно, так часто, как вы хотели бы сами. А чтобы мы не забывали, для чего вообще мы это делаем, для чего мы копим денежки, я каждую неделю рассказываю об интересных странах и вообще местах на планете. Сегодня речь пойдет о таких Самая странах. интересная часть. Да, о таких странах, которые... Вот мы сегодня, кстати, говорили, да, очень актуальная тема, как сохранить семью после ремонта, после стройки, скажем так. И сегодня речь пойдет, увы, о странах, которые стройку не пережили. Это страны СНГ, бывшие союзные республики. Почему они? Потому что стоимость, во-первых, очень недорогая в эти страны, да, и практически не будет языкового барьера. То есть, если вы боитесь уезжать за границу или там не желаете там долго лететь и прочее, это выбор очевиден, мне кажется. И давайте начнем. Первое у нас в очереди идет Баку, Азербайджан. Прекрасный город, цветущий. Он, знаете, такой весь уже в небоскребах, в огнях. Он весь такой высится вверх. Если спуститься вниз, ближе к морю, там раскинулся старый город, колоритнейший вообще район этого столичного города. Это Баку. Я его называю Дубай, как Я бы Содружество поверила, если независимых. сказали Дубай. Да, и вот башня Огонь, да, получается, там есть бизнес-центры и гостиницы. Впрочем, Баку, он вас удивит, это точно. Следующий пункт назначения у нас стоит по географии Грузии. Грузия вообще универсальная страна. На самом деле туда можно ездить круглый год. Летом туристы посещают массово побережье Батуми. Весной я бы советовала ездить в местность Кахетия, очень красивая, живописная, да. Зимой, конечно же, это горнолыжные курорты Гудаури. Осенью, наверное, это самое время для посещения величественного пика Казбек. Также я бы добавила еще туда, мне кажется, очень классно ездить на гастрономические туры. Есть такие специальные гастрономические туры, где вы с гидом-экскурсоводом, со знатоком, с гурманом вы будете посещать лучшие рестораны, лучшие даже домашние кухни, да, Грузии, а также пробовать дегустировать лучшие вина. Мне уже как-то захотелось срочно туда. Стоимость при этом довольно такая бюджетная, опять же нет языкового барьера, вылеты осуществляются из Москвы. Едем дальше. Перед вами Казахстан, тоже уникальное государство. Мне кажется, мы как-то чувствуем, да, какую-то родственность с этим народом. Тут мы можем совмещать такую, знаете, степи, огромные территории и ультрасовременные такие, знаете, big city life, то есть жизнь в большом городе получается. И неограниченное количество различных экскурсий. Тут очень много памятников природы, ну, как бы, да, вот красивые каньоны, озера, величественные пики, горы. Ну, в общем, очень красиво. Опять же, очень удобные стыковки из Новосибирска, то есть Якутск, Новосибирск, оттуда уже можно вылетать в несколько городов Казахстана. Едем дальше. Киргизское взморье. Это озеро Иссык-Куль, расположено, затеряно в горах Киргизии. Излюбленное место для отдыха многих россиян. И огромный плюс в том, что в Киргизии вообще, да, практически 300 дней они солнечные. Это продлевает летний сезон, то есть там можно отдыхать довольно долгое время. Красота. Да.
Инфраструктура, конечно, такая довольно романтическая, я бы сказала, да, там больше идет такая отельная база, может быть, прошлого века немножко, и те, кто ностальгирует по этим временам, могут как раз-таки посетить это прекрасное место. Едем дальше. В очереди у нас Армения. Мне кажется, эта страна у нас ассоциируется со словами гостеприимства. Прямо музыка зазвучала в голове. Религия, гастрономия и древность. Вот эти вот 4 постулата, скажем так, армянской культуры, традиций, они привлекают множество туристов. Древний Ереван, православные храмы, очень красивые, опять же, горные вершины, прекрасная музыка задушевная, да, это все вас ожидает в Армении. Опять же, вылет осуществляется из Москвы. А далее итоги нашей фабрики идей с Юлианой Ким. Хотела бы показать, что у нас получилось. Мы сегодня декорировали вместе с моей помощницей Катей вот такую вот замечательную табуретку, которая получилась в стиле Прованс, с элементами Парижа и Эйфелевой башни. Но такую табуретку сделать несложно, ее можно сделать с детьми, и абсолютно как бы она очень мало тратит на себя, ну, малозатратная поделка, как говорится, да. Вот сейчас хотела бы уделить внимание моей ученице Кате. Катя, расскажи, пожалуйста, вот какие ты делала поделки у меня на курсах? Я делала сережки, кисточки, декупаж, чайный домик, корзинку. Что больше всего тебе понравилось делать? Сережки, кисточки. Сережки, кисточки, да? А вообще вот расскажи, Катя, ты чем любишь больше увлекаться? Тебе нравится рукодельничать? Да. Помимо рукоделия ты еще что-то делаешь? Где-то ходишь на какие-то кружки? Да. Расскажи, пожалуйста. Я хожу на фортепиано и скоро буду ходить на французский язык. Так, Французский? Какой оригинальный молодец. выбор. А вот с семьей как вы любите время проводить? Ну, ездить куда-нибудь там, кататься. Вы очень часто любите путешествовать, я знаю, да? В каких странах вы побывали? Вот. Ну, в Расскажи. Доминикане, в Абхазии. А тебе нравится вообще вот то, что вы с семьей куда-то выезжаете? Ведь у тебя есть возможность побыть с мамой, с папой, да? Они все время рядышком. Тебе больше нравится путешествовать или же больше нравится, когда вы дома в городе? Путешествовать. Путешествовать, да? А почему? Ну, мне нравится больше путешествовать, потому что дома мне как-то скучно почему-то. Уж эти современные дети. Да, дома обычные будни, да, как бы ничего не меняется. Школа, тут дом, смена декораций. дом, да. Тут смена декораций, и ребенок развивается и узнает какие-то обычаи вот той страны, в которой, да, они посещают. А куда бы ты хотела поехать в следующий раз? Есть какая-то мечта? Еще не придумала, да? А табуретку тебе сегодня делать понравилось? Да. Что тебе особенно понравилось? Какой элемент декора? Делать узоры. Да, Узоры? Вот, я Кате дала, она вот самостоятельно нанесла вот эти вот узоры, да, вот давайте развернем. Ну вот, чтобы табуретка не казалась какой-то такой скучной, однотонной, да, можно я вот так вот поставлю. Это Мы контур, да? украсили, да, это контуром. Мы украсили, во-первых, сделали цветы, приклеили на ножках. Затем Катюша у нас нарисовала узоры, и мы сделали вот такие вот потертости, эффект старины нанесли. Вот эти бока мне прям очень нравятся. Да. Прям красота. И потом Сразу акриловым напомнить. лаком все покрыли, чтобы это все не стиралось со временем, чтобы долго служила эта табуреточка. Я думаю, что Катюша возьмет ее себе домой, да, Катюша? И она будет украшать свой дом. Еще вот расскажи немножечко вот о твоих увлечениях. Вот что ты делала? Вот ты летала на парашюте когда-нибудь? Нет. Нет? в Какие-нибудь воду у тебя были погружалась? такие вот, да, такие вот подвиги, которыми ты гордишься? Не знаю. На лыжах катаешься, да? Да. На коньках. Да. Любишь? Да, люблю. Я еще видела у тебя фотографии, ты любишь стряпать. Да. А что ты любишь? Кулинарный курс. Ну, я умею готовить пирог. Какой печень- пирог? Рыбный? Нет, обычный. Ага. Печенье. Мгм. Ну,
Надеюсь, наверное, мама радуется, когда... Здорово, ты конечно, когда такая помогаешь. красавица, помощница Помощница. дома растет. Дорогие телезрители, мы надеемся, что сегодняшний наш эфир был для вас полезен. Мы узнали, как же переделывать мебель, узнали, как построить дом Как сохранить семью после ремонта. и вкусные завтраки. Увидимся в следующий раз. Всего До скорых доброго. встреч! Пока.